Ну, как было уже сказано, что одно из основных направлений нашего проекта – это именно развитие системы неформального образования, это тесное взаимодействие именно с работодателями, потому что именно они формируют спрос на рабочую силу. И здесь мы хотели сказать, что проект наш осуществляет свою деятельность в соответствии со всеми стратегическими документами и нормативно-правовыми актами, которые есть в нашем государстве. Ну, это закон об образовании, о содействии занятости, национальная стратегия до 40-го года, 26-го года, сейчас разработана до 30-го года и так далее. Вообще, об этом уже было сказано, что на первом заседании руководящего комитета мы подписали меморандум с двумя ключевыми для нас министерствами, но хотели бы отметить, что сейчас Министерство образования и науки, оно поделилось на два министерства. Министерство просвещения, Министерство науки, высшего образования и инноваций. И в связи с этим мы бы хотели сказать, что, в общем-то, мы продолжаем работать по имеющемуся меморандуму, но в связи с тем, что все равно два появившихся новых министерства, они тоже меняются, какие-то появились у них новые задачи, то я думаю, что в будущем мы будем подписывать новые меморандумы. Дальше. Рабочая группа, она как раз была создана для содействия развитию неформального сектора профессионального образования. С чем это связано? Дело в том, что многочисленные опросы, которые проходят в нашей стране, и вот заседания, которые мы проводили, они говорят о том, что система неформального образования у нас мало известна вообще гражданам нашей страны. И последний закон об образовании, было туда введено определение, что такое неформальное образование. Да? Но в настоящий момент у нас есть только само определение неформального образования, а как таковой системного подхода, к сожалению, у нас пока еще не выработано. И поэтому вообще могу сказать, что на сегодняшний день у нас было проведено уже 4 заседания рабочей группы, и темы были разные, но все они были посвящены именно развитию профессионального образования, развитию навыков. Мы рассматривали это с точки зрения развития инноваций, рассматривали это как инклюзию в дополнительном профессиональном образовании. И вот сегодня у нас была очень интересная тоже тема — интеграция современных технологий в неформальное образование. И те вот доклады, которые были сегодня сделаны вот на последнем заседании нашем, они дали очень много информации для нас, для развития нашего. И также была информация для того, что все-таки, чтобы мы получили какие-то результаты, мы должны совместно работать, у нас должна быть какая-то единая площадка. Между проектом нашим ЧБЕР, между Центром независимой сертификации и валидации был подписан меморандум о сотрудничестве, и также мы утвердили план действий. Почему мы очень тесно хотим работать с Центром независимой сертификации и валидации? Потому что если мы говорим о развитии неформального образования, то как раз система валидации и сертификации, она призвана, в общем-то, содействовать тому, чтобы люди, обладающие определенными навыками, они могли получить так называемые документы государственного образца. Для того, чтобы наша помощь данному центру была более целенаправленной, проектом был нанят специальный эксперт, который к настоящему времени уже провел краткий анализ имеющейся нормативно-правовой базы. Им сделана была оценка имеющихся методов, инструментов, были выявлены какие-то пробелы, риски, разработаны рекомендации. И вот как уже Кристиан сказал, ранее уже мы запланировали вообще проведение 5 тренингов для подготовки оценщиков, потому что оценщики в этой процедуре валидации, они играют очень большую роль, и именно от квалификации оценщиков зависит то,
реально ли эти люди обладают хорошими теми профессиональными навыками, которые нужны на рынке труда, нужны конкретно работодателю. И поэтому мы вместе с Центром валидации стараемся, чтобы тренинги у нас прошли именно большая часть, чтобы это были работодатели, те, которые формируют спрос на рынке труда. К настоящему, сегодняшнему дню было проведено уже 3 тренинга. 1 тренинг здесь, в Бишкеке, 2 тренинга было проведено в Джалабадской области, и впереди у нас проведение тренинга в Иссык-Кульской области, и также Бишкек и Чуйская область. В общем-то, все вот эти подготовки оценщиков, они проводились по 3 профессиям. Это портной с умением кроить, это также повар, и вот сейчас еще в Балыкчи у нас добавится еще горничная. То есть, да, то есть и там как бы швеи тоже частично они у нас присутствуют. Далее, вот мы вообще в планах нашего проекта проведение ежегодных национальных форумов. И первый форум, он был проведен в феврале этого года. Мы его делали в тесном сотрудничестве с Министерством экономики и коммерции Кыргызской республики, потому что мы попытались собрать побольше именно работодателей для того, чтобы объяснить и провести какую-то работу именно с работодателями о том, что они играют ключевую роль на рынке труда и что они должны заниматься повышением квалификации своего персонала, они должны активно участвовать в разработке каких-то не только нормативно-правовых документов, но в разработке, например, профстандартов, учебных планов и так далее. Были приглашены 2 международных эксперта, которые потом провели дополнительно 2 мастер-класса, на них участвовало 50 человек. 1 мастер-класс был посвящен вопросам признания компетенций, повышения квалификации, профориентации, планированию карьеры. И второй мастер-класс был посвящен роли частного сектора в неформальной профессиональной переподготовке и повышении квалификации. Круглые столы. В мае, в июне этого года практически во всех регионах нашей страны нами были проведены круглые столы на тему роли и значения неформального образования в содействии занятости населения. Хочу сказать, что на это мероприятие мы пригласили очень много различных наших партнеров. Это были представители государственных администраций, это были представители органов местного самоуправления, это были представители служб занятости, это были представители профессиональных лицеев и колледжей, то есть провайдеры обучения. Это были также общественные организации, то есть все те, которые пытаются работать по данной проблеме. И, конечно, я очень быстро остановлюсь на основных выводов. Это не все выводы, которые я вывела, но основное, в принципе, для большинства из нас это не является новостью, но мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что для большинства то, что мы им рассказывали о неформальном образовании, для большинства участников это явилось новой информацией. Они не понимали роли и значения неформального образования в современном мире. Участвовало у нас 136 человек. Также был сделан вывод, что существующие нормативно-правовые рамки не обеспечивают полностью системную поддержку неформального образования. Отсутствует четкая координация между основными стейкхолдерами, работодателями, службами занятости, ОМСУ, провайдерами обучения. И что механизмы межсекторального воздействия, они либо неформальны, либо очень-очень слабо институционализированы. Система валидации это имеет очень хороший, значительный потенциал как инструмент признания институционализации неформального образования, но при этом эта система валидации, она еще требует, так как это новая для нас система, да, валидации, независимой сертификации, то как сам центр был бы не против получения какой-то поддержки, любой, хоть консалтинговой, любой, точно так же, скажем, необходимо какое-то, например, также разработка профессиональных стандартов, она тоже является достаточно
таким проблемным вопросом для нашей страны, потому что можно проводить валидацию, если есть профессиональный стандарт. Вопросы лицензирования, они у нас остаются открытыми. К сожалению, у нас в закон, новый, последний закон об образовании была введена вот эта статья о том, что дополнительное образование, оно освобождается от лицензирования, и в течение 1 года должен был быть подготовлен список профессий, которые являются опасными и вредными для здоровья человека. Но, к сожалению, прошло 2 года, мы еще этого списка не имеем, и это тоже где-то влияет на частных, в том числе провайдеров образования. Как я уже сказала, работодатели не очень вообще активные. Провайдеры, качество образовательных услуг обозначена была как проблема, обучение новым профессиям и отсутствие хорошей материальной базы, в том числе для обучения новым профессиям, что для государственных образовательных учреждений, что для частных провайдеров обучения, это является достаточно большой проблемой. Службы занятости, они ограничены количеством курсов. Опять-таки, какие-то работодатели требуют обучения новым профессиям, либо новым технологиям по старой профессии, но из-за того, что материальная база провайдеров не всегда соответствует вот этим потребностям работодателей. И здесь еще бы хотелось акцентировать внимание вот на том, что службы занятости зачастую выбирают государственные учебные заведения, потому что там не нужно проходить через систему госзакупок. А частные провайдеры, они обязаны проходить через систему госзакупок, и предоставлять они должны туда еще и лицензию о том, что у них должна быть лицензия на проведение этого курса. И это тоже является определенным барьером. Да? И, конечно, социально уязвимые категории населения тоже было подчеркнуто о том, что у нас есть проблема в инклюзии, об этом позже нам сейчас расскажет Алтына, я не буду на этом останавливаться. И что самый главный вывод, который в конце вообще говорили все участники наших круглых столов в каждом регионе, о том, что нужна вот эта площадка для того, чтобы собирались, обсуждали вот эти все проблемы и принимали какие-то решения. И вот такой посыл в наш проект, вот к нашим инвесторам, да, был такой, что нельзя ли создать какую-то вот такую постоянную площадку, пока что на базе вот нашего проекта, да, при нашей инициативе, для того, чтобы обсуждать вот эти все актуальные вопросы, которые были обозначены на круглых столах. Дальше, какие следующие шаги? Как я уже сказала, мы планируем в сентябре, вот уже до конца сентября мы проведем еще подготовку оценщиков. Дальше вот мы сегодня вот подписали план совместной работы с Министерством труда, соцобеспечения и миграции. Хочу отдельно сказать об этом нашем плане совместных действий. Он затрагивает и организацию краткосрочных курсов совместно с Министерством труда, он затрагивает и вопросы организации молодежной стажировки, он затрагивает процессы вот валидации и независимой сертификации, потому что когда к нам приезжала и давала мастер-класс Ниоля, это эксперт, очень хороший, высококвалифицированный специалист из Литвы, она говорила об опыте их страны, когда вот эти расходы на валидацию несет служба занятости. И вот мы как раз насчет этого находимся в переговорном процессе, уже какие-то ключевые вопросы, какие-то мы обсудили. Это все, конечно, требуется время, требуется внесение изменений в нормативно-правовую базу, требуется изыскание каких-то дополнительных средств, но как бы какие-то шаги к этому нами делаются. И вот, подчеркивая важность процедуры валидации, еще бы мы хотели сказать о том, что сейчас государство на это тоже обратило очень внимание, на качество подготовки кадров, на то, чтобы люди занимались, имели какие-то в определенных профессиях, например, у нас законодательно ты должен иметь разрешение на какую-то работу. И вот сейчас как раз Министерство экономики, оно приняло такой документ,
о переходе из неформальной экономики в формальную. И вот когда мы встречались с представителями министерства, вот Чорус Яитович как раз говорил о том, что сейчас они будут требовать даже у частного бизнеса, у предпринимательства того, чтобы работники у них по определенным профессиям имели сертификаты, чтобы они были сертифицированы. И это автоматически означает, что если эти люди имеют уже какие-то навыки, значит им нужно просто подтверждение этих навыков. И значит, это говорит о том, что Центр сертификации и валидации тоже должен провести определенную свою такую работу, да, в этом направлении. Дальше в октябре, в ноябре 2025 года мы планируем проведение региональных семинаров в 6 регионах Кыргызской республики. Бишкек и Чуй мы объединяем всегда обычно, да, и плюс Таласская область пока у нас не входит в наш пилотный регион. Дальше в декабре 2025 года у нас пройдет 5-е заседание рабочей группы. Вот как раз мы сегодня говорили о швейцарской модели Go Model. И о том, что вот у нас уже сейчас получены определенные результаты, об этом сейчас с нами поделится Ильдияр, но как раз 5-е заседание рабочей группы будет посвящено именно рассмотрению данного вопроса. Также мы планируем, что мы подпишем меморандум о взаимопонимании с Министерством экономики и коммерции и также с Министерством культуры, информации и молодежной политики. И в феврале 2026 года мы планируем, как вот уже Кристиан говорил, проведение 2-го национального форума. Если мы первый форум проводили с МЭК-КР, то теперь 2-й форум мы будем проводить с Министерством труда, социального обеспечения и миграции. И по нашим планам 3-й форум мы будем проводить вот с министерствами, которые работают с вопросами образования, да, и просвещения сейчас у нас это называется. В целом, подытоживая, я могу сказать, что вот даже те результаты, вот, которые сегодня нам Талгат продемонстрировал, что профессии, которые вызывают интерес и востребованность, да, у граждан нашей страны опрошенных, это прям коррелирует с теми секторами экономики, которые мы выбрали в качестве пилотных для себя. То есть там легкая швейная отрасль была, вот согласно результатам исследования, да, это было строительство, это было IT-технологии. То есть вот даже результаты этого исследования говорят о том, что, в общем-то, вектор проектом выбран, наверное, правильный. И сектора, которые мы выбрали, они тоже являются в настоящее время очень популярными, можно так сказать, в нашей стране, достаточно востребованными в нашей стране. И я завершаю коротко, очень в силу времени, то, что у нас произошел чуть-чуть сдвиг, передаю слово Алтынай. А можно вопрос? Да, да, конечно, да, я готова. Можно так? Давайте я вам. Пожалуйста. Спасибо вам за презентацию. Просто я хотела бы немного, наверное, откомментировать то, что я услышала. Вы мне раз сказали, что по части неформального образования